Не, вот это Герман. Что, добрый день? Помолимся. Начал, да? Царю небесный, души истины, везде все исполняя, сокровища благих и жизни податель, люби себе нас, очисти нас от всякой скверны и спаси блажи души наши. Спасибо. Саживайтесь. Кто у нас сегодня урочен чтец? Саида, как обычно. Все, мы хачапури давать не будем. Мы с вами остановились на второй главе, точнее прошли вторую главу книги Исход. Правда же? Да? Вот, вторая глава книги Исход. И сейчас приступаем к изучению третьей главы. Моисей, давайте вспомним, Моисей у нас покидает Египет. По какой причине? Уголовной, да? Да, потому что он убил этого человека, да? Да, совершенно верно. Совершенно Египтянина верно. он убил. Да. Поэтому Жозеф бежал. Египтянина убил, он обижал его брата. Да, совершенно верно. То есть еврей по происхождению убил египтянина. Естественно, что кара будет, ответная будет достаточно серьезной. И в связи с этим он покидает Египет, бежит из Египта 40 лет от роду. Да, 40 лет от роду. У нас Моисей прожил 120 лет. 120 лет. 40 лет – это его пребывание в Египте. 40 лет – это его пребывание в Мадианской земле, когда он пас скот и, собственно говоря, жил вместе с супругой Сифорой, да, у него дети и так далее. И еще 40 лет по этой пустыне он выводит народ из Израиля. Совершенно верно. Выводит народ из Израиля, ведет народ из Израиля в землю, из Египта в землю обетованную. Вот у нас такое, 3 таких промежутка получается, да, по 40 лет. По 40 лет. И уже 120 лет от роду он подходит к границам земли обетованной, которая была обещана еще Аврааму, Исааку, працам, да, Якову. Господь показывает его землю, но он не входит в нее по причине своего маловерия. Он умирает у самой границы. Давайте мы начнем 3 главу с вами. Вот, по 1 стиху. Пожалуйста. Моисей пас овец своего тестя, медианского жреца Итро. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы. Харива. Спасибо. Значит, Моисей у нас, как вы знаете, отправился в Мадиан. Кто такие мадианитяне? Давайте вспоминаем. Давайте вспоминаем. Что это за земля Мадиан? Она нам достаточно хорошо известна. Да? Как? Сирийская. Рядышком, да, рядышком. Вот смотрите, у Авраама есть супруга Сара, да, потом она умирает, уже после рождения Исхака, да, и Авраам, мы с вами говорили, взял жену свою Хитуру, новую жену, и она родила ему детей. Вот один из детей, да, был Мадиан, это, соответственно, основоположник этого нового рода. То есть мадианитяне, они фактически родственники этому племени, да, евреев. Очень близкие родственники, поскольку потомки Авраама, да. Мадианитяне у нас встречаются в Священном Писании в самый такой ответственный момент, мы с вами это проходили, когда изучали книгу Бытия. Мадианские купцы спускают в Египет кого? Иосиф. Совершенно верно, Иосифа. То есть мадианитяне у нас достаточно часто в каких-то таких ключевых моментах, да, вы
То есть выполняют какие-то такие вот функции трансляторов, да, как бы воли Божией. Да, вот они спускают Иосифа в Египет, то есть продают его в Египет. Что нам говорит Священное Писание? Моисей пас овец своего тестя, медианского жреца. Ну, Священное Писание это жрец. Итро. Итро его имя на иврите. Итро его имя на иврите. И Иофор его имя на греческом. Он назван жрецом. Слово, которое стоит, коген, означает священник. Священник. Мадьянский. Ну, вы знаете, этим можно будет заняться на досуге. Вот при желании. Коген. Коген – священник. А кто вы будет в недалеком будущем выполнять функции священства? Колено Левия. Левия, совершенно верно. Из колена Левия будут коганим, священники. Из колена Левия будет Гадоль Коген, первосвященник. Первый первосвященник или большой священник. Большой священник. Первосвященник, архиереус, это греческий, да, перевод. Гадоль Коген это с иврита, и первый первосвященник это брат Моисея, Агарон. Да, Аарон. Совершенно верно. Вот. Значит, у нас Итро, Мадьянский, Коген. Коген Мидьян. Коген Мидьян. Священник или выполняющий функции Мадьяне. И вот однажды он пасет стада. Чем ему еще заниматься? Да? Он пасет стада. И вот однажды он уводит стада далеко в пустыню. В подлиннике стоит слово Ахар Гамидбар. Ахар Гамидбар. Мидбар это пустыня. Гамидбар. То есть уводит стада не в пустыню. Вы понимаете, в пустыне стадам делать. Уводит стада за пустыню. За пустыню. Ну, обычно пустыня заканчивается чем? Какими-то либо горами, да, либо чем-то еще. Совершенно верно. Какая-то пересеченная должна быть местность, вот в данном случае горой. И оказался близ Божьей горы. Вот очень интересное наименование. Гар Га Элохим. Гар – гора. Гар – гора, Элохим – Бог. Да. И оказался близ горы Божией. Ушел за пустыню и оказался близ вот этой некой Гар Хамидбар. Ну кто такой Моисей? Он кто? Пастух, пастырь, да? Правда же? Он пастырь. Он ведет кого? Овец. В Новом Завете у нас пастырем кто? Совершенно верно. Вот поэтому прообразовательно и символически образ Моисея это совершенно верно. Прообраз Христа. Ну, соответственно, народ, который он выводил, это церковь. Новозаветная. Да? Вот о том, что скала это действительно имя Божье, об этом говорится в Псалтире у царя Давида. Вот мы читаем. Господь, скала моя, твердыня моя и мой избавитель. Бог мой, скала моя, в нем я ищу прибежище. Он мой щит и рог моего спасения, моя крепость. Это песня царя Давида, да, совершенно верно. Это песня царя Давида. Когда Моисей приведет к горе Божий народ, он получит там что? Заповеди. Совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас происходит что? Сейчас у нас происходит подготовка к этому процессу. Он ведет стадо овец за пустыню, то есть фактически символически, да, совершает вот этот вот переход. Он ведет стадо овец за пустыню и подходит к этой самой Гар-Элохим. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас происходит что? Сейчас у нас происходит подготовка к этому процессу. Он ведет стадо овец за пустыню, то есть фактически символически, да, совершает вот этот вот переход. Он ведет стадо овец за пустыню и подходит к этой самой Гар-Элохим. Да, совершенно верно.
У нас здесь есть роспись. Какого это храма роспись? Наша. Совершенно верно. Которой Христос точно так же символически изображен кем? Пастырь. Пастырь, то есть пастух, пастырь добрый. И, соответственно, вот эти овцы – это символическое изображение наше с вами. Значит, относительно горы Харив, ее локализовать достаточно сложно. Вот сказать точно, какая вершина представляет собой гору Харив, сегодня так, нелегко, скажем так. Да? Локация не определена, вот, она к гряде гор Синай имеет отношение, то, что мы называем Синай, это не одна гора, там целая гряда гор. И в IV веке анахареты построили на горе Сербаль, это пик такой, да, построили монастырь в IV веке. В VI веке был построен другой монастырь святой Екатерины. Это все период Византийской, да, империи. Вот. И вначале предполагалось, что события, которые тут описываются с горой Харив, они происходили вот там, где была гора Сербаль, монастырь, соответственно. Но в конечном счете вся религиозная жизнь переменилась к другой горе, этой же гряды, рядом, на этой же территории, к монастырю святой Екатерины. Вот монастырь вы видите, да, вот вы видите эту гряду гор. Собственно говоря, локацию провести очень нелегко, где здесь конкретно, возле какой из этих высот, да. Там совершенно красного цвета почва, а дома, мы с вами говорили, земля, и еще дом это красный. Земля красная, да, вот. Она действительно там красная, и даже монастырь святой Екатерины, построенный из известняка, построен из красного известняка. Здесь он у нас белый, да, с прожилками, а там у них красный, настоящий красный камень. И вот вы идете, красная земля, вокруг вас красные горы, все, а дома... Как? И когда вы подходите, и абсолютно нет растительности, похоже, да. И абсолютно нет никакой растительности. То есть, если где-то что-то там случайно растет, то там люди прикладывают свои усилия. Вот. И на горах не пасут. И то есть, это пустынное место, это пустыня Синай, это череда гор. Скорее всего, да. Скорее всего, да, из химических элементов, скорее всего. И вот Синай и Харив, кто-то отождествляет эти два понятия, кто-то их разделяет, там высота самых высоких около 3000 метров, 2 с чем-то. Чтобы подняться на ту вершину, на которой сейчас находится вот храм Троицы, да, и у подножия которого храм Святой Екатерины, нам приходилось то есть это за ночью выходить из монастыря, то есть до восхода солнца, потому что жара неимоверная, подъем будет очень достаточно сложный, очень темный, и представьте, нет никакого освещения совершенно, да, и вы идете с тем, что вы имеете в руках. Вот. Да, воды нет, вода привозная. То есть отношения с водой в пустыне достаточно сложные. Нет, вот в этом месте нет. На территории на самом Ближнем Востоке было племя Набатеев, когда-то они проживали. Вот от них остались, они жили, да, более 2000 лет назад, конечно, если не 3000 лет назад. От них остались резервуары, они как-то умели, проживая в пустыне, собирать воду в специальные резервуары, и была целая цивилизация. Но затем эту цивилизацию потеснили кочевые племена, да? А вот кочевые племена уже строить резервуары не умеют по сей день. Не умели, когда пришли, и не умеют по сей день. Вот. Здесь живут бедуины, есть небольшая деревушка бедуинов. То есть... Вот. А в монастыре Святой Екатерины вода привозная. То есть ее завозят, закачивают, и вот так вот люди так и пользуются. Так, вот что касается горы Харив.
В переводе она означает светящийся, теплый, светящийся. А вот син объясняют как шумерское слово шин, луну. То есть считается, что это в честь двух богов Солнца и Луны, Харив и Синай. Ну, это такие попытки объяснить, как вы понимаете. Да. Ну да, это же территория плодородного полумесяца, то есть там аккадская, шумерская цивилизация у нас, да. Вот, теперь второй стих, пожалуйста. Там ему явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. Спасибо. Значит, является ему ангел Господень. Ну, что значит, мы, изучая Священное Писание, достаточно часто с вами видим вот эти вот явления ангела. Понятно, что человек, как это говорит Священное Писание, увидеть Бога и остаться живым не может. Но вы понимаете, прямого общения, тем более после грехопадения, никакого нет. Да? То есть используется, что такое ангел? Малеах Адонай. Малеах Адонай. Малеах, мы с вами говорили об этом слове. Это вестник, это ангел, это либо человек, посланник, да? Ну это может быть пророк, это может быть любой человек. Либо это духовное существо ангел, собственно ангел. Арабское малак. Ну, Амалык, ну да, вот, собственно говоря, это все одни и те же, ну, видимо, с арабского пришло, может быть, посредством османского. Этимология слова, вот, этимология слова. Нет, вы знаете, может не непосредственно, а благодаря исламу, через Османскую империю. Не непосредственно от арабов, конечно же. Значит, вестник, ангел, явился ему, да? И вот как он явился? Как огонь. Где? Огонь, горящий внутри куста. Куст горит, но не сгорает. На Сине это вот терновый куст, вы видите, да? Колючий кустарник. Сине вообще называется на иврите ежевика, какая-то там малина, Rubus sanctus, ее латинское название, ну, священная малина или священная ежевика, sanctus, святой Рубус. Вот. Сейчас говорить об этом кусте, о терновом неопалимой купине, я думаю, нет никакой особой необходимости. Да? В 19 веке, когда был такой пик увлечения естествознанием и попытка объяснить с точки зрения естественных законов все те явления, о которых мы читаем в Священном Писании, вот в этот период обнаружили растение, которое выделяет эфирные масла, да, эфирные масла, которые воспламеняются, но от которых само растение не сгорает. Вот. Ну, распространено оно в пустыне, это нечастое явление, но тем не менее оно вот, бывает. Значит, увидел он, обратился к нему ангел Белават Эш, в огненном пламени, то есть такая тавтология, да, в огненном пламени, из огня и из пламени. Обращается вот этот Амалык к Моисею. Как? Тут, вероятно, у нас, да, конечно, вероятно, влияние было и греческого, потому что там есть еще слово ангелос, вестник, да, апостолос, посланник, малак, посланник, тоже вестник, то есть влияние, конечно, было достаточно немаленькое, да, вот 3 стих, пожалуйста. Пойду посмотрю на это чудо поближе, подумал он. Почему не сгорает куст? Да, он увидел некое явление, которое, ну, наверное,
наверное, до сих пор вот за 40 лет своей пасторской деятельности не обнаруживал. Его это удивило. Он видит какое-то физическое такое явление, и, конечно, стоит отойти, сойти со своей дороги и подойти поближе. 4 стих, пожалуйста. Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть, и возвал Бог Моисея из горящего куста. Моисей, Моисей, да, отозвался тот. Да, спасибо. Ну вот слово «гинени», вот я, да, сея, вот я. Моисей подходит поближе. Ангел Господень взывает к Моисею дважды. Моисей, Моисей. В Священном Писании у нас уже встречался такой момент, когда Господь дважды обращается к предку. Совершенно верно. Авраам, Авраам. И Авраам отвечает: вот я, гинени, вот я. Вот это слово, гинени, вот я. Когда Господь вот с такой тавтологией обращается к... И с Авраамом был заключен завет, как вы помните, то он обращается к человеку зачем? Значит, произойдет какое-то кардинальное изменение, да? Очень глобальное изменение в жизни человека. Господь обращается по имени, призывая к какому-то действию. То есть это и есть то, что мы называем с вами призыв Божий. В Новом Завете у нас с вами встречаются такие явления. Помнят сами его? Да, в Новом Завете. Совершенно верно. То есть вот у нас есть гонитель христиан, да, вот у нас гонитель христиан, такой ревнитель отеческой религии, да, и предания своих отцов, Савл. Савл, который, будучи юным, да, охранял одежду, когда побивали Стефана, апостола Стефана. И вот этот самый Савл, он идет в Сирию, в Дамаск, для того, чтобы хватать христиан и бросать их в тюрьмы. И по дороге он слышит голос. Он слышит, а его сопровождающие его люди не слышат. Что он слышит? Савл, Савл. И он отвечает точно так же. Конечно. Да, безусловно. Трудно тебе идти. Почему ты гонишь меня? И он говорит: кто ты, Господи, да? Вот задумайтесь. Ученик Гамалиила. Гамлиэль старший основатель академии, да, это великий учитель Израиля. Ученик Гамалиила, как он сам о себе говорит, воспитанный у его ног. Иудей от иудеев, то есть чистокровный иудей из колена Вениаминова, слышит голос и говорит: кто ты, Господи? Еврей может задать такой вопрос? Разве у еврея есть проблема, кто? У него что, нет религиозных никаких представлений? То есть Эллин мог бы задать, ну, кто ему там явился, Марс, может быть, римлянин, Венера к нему обращается, там, я не знаю, Юпитер или еще кто-то, да? Египтянин мог, Рай к нему обращается, Осирис к нему обращается, кто к нему обращается? Представители политеизма, да, с ними все понятно. А тут иудей, и он говорит: кто ты? Как иудей мог задать этот вопрос? Тут понимаете, в чем дело? Каждый раз, когда Господь является в Ветхом Завете, Он является под разными именами. Адонай и Господин, это мы не читаем, это некое имя Божье, которое как бы читается как Яхве или Югова, но на самом деле прочтение утеряно. Как вы понимаете, никакого слова Югова не существует в природе. Тетраграмму прочесть сегодня никто не может, потому что после разрушения Иерусалимского храма было утеряно гласные.
мы с вами, помните, в самом начале мы с вами это все проходили. Какие там гласные неизвестно, и вот от слова Адонай взяли гласные, подставили туда, получилось Иегова. От слова Элохим получилось Иегова, поставили гласные, а от слова Адонай получилось Яхве. То есть как читать тетраграмму, никто не знает. Потому когда вам говорят там свидетели, не свидетели, это все такие на уровне, знаете, шутки. Да, это все на уровне шутки. Прочесть тетраграмму невозможно. Ну вот если как бы Иегова или Яхве, как Элохим судьи, да, вот Эль, это вот тот Бог, Цебаот, Эль-Шадай всемогущий, Цебаот воинств, да, вот, ну то есть много там названий. Шамаем мы говорили, тоже Бога определяет, то есть небеса, ну понятно, мы всегда разделаем. Все зависит, так называемая теофания, то есть богоявление, явление Бога человеку происходит, один и тот же Бог является в разных ситуациях и дает разные, под разными именами. Когда Иаков возвращается обратно, да, к своему отцу, ну, от Лавана убежал, возвращается, у него там, встреча предстоит, правда же, достаточно сложная, со своим братом, первородство похитил, да? И, ну, сложная ситуация жизненная. И вот он увидел ангелов, и назвал воинство Господне, да? Это для чего явление было? Бог Цебаот, Бог воинств, чтобы укрепить его. Укрепить. Пророком является, чтобы укрепить, как всемогущий Эль-Шадай, Бог всемогущий. Да? Вот все зависит от того, под каким именем является Всевышний. И вот под каким именем Всевышний явится, то тебя, ну, ты понимаешь, ты можешь ориентироваться, да, в этой ситуации. Поэтому Савл задает этот вопрос. Он понимает, что ему явился Бог. Для этого с этим у него никаких проблем нет. Кто ты, имеется в виду, вот кто ты в этой теофании для меня? Что мне ожидать? Я же слеп, да? И еще иду против рожна, то есть против тебя. Ну, наверное, ты явишься как судья. Элохим, да, и все, и конец. И он слышит в ответ: я, Иисус Христос, да, Иисус. А Егошуа в переводе с иврита означает Бог спасает. Бог спасает. Бог спасает. Егошуа. Когда хей выпадает, там Иешуа говорят, да, это такая сокращенная форма. Полная форма Егошуа. То есть Его. Это понятно, что Шуа спасает, делает. Да? Вот. Бог спасает. То есть Иисус открывается как кто? Как мы его как называем? На иконах мы совершенно верно. Он открывается для Павла как Спаситель. Он не каратель. К нему, да, является, не наказывать его за его преступление, а спаситель, и делает из Павла апостола и, соответственно, проповедника этого спасителя. Вот здесь то же самое. Происходит некий кардинальный поворот в жизни не только самого Моисея, но как и не только на Павле, да, отразилось явление Христа. И здесь у Моисея тоже Господь является. И это кардинально изменит судьбу целого народа, а с течением времени и мира. Он говорит: «Гинени», то есть вот я. Да, вот я. И что говорит ему в этом 4 стихе? Господь, пожалуйста, дальше. Бог сказал: не приближайся, сними сандалии, место, где ты стоишь, свято. Эль тикра бгалом. Не приближайся сюда, не стой здесь.
место, на котором ты стоишь, да, здесь что? Адама Кодеш Гу. Адама Кодеш. Адама – земля или красная, Кодеш – святая. Адама – это просто земля. Ну, имя Адам, мы с вами говорили, взято из земли. Да? Эдом – красный, Адам – человек, имя собственное, и земля красная. Это игра слов. То, что называют игрой слов. Теперь смотрите. Не приближайся сюда, потому что это Адама Кодеш, она святая. Кодеш это, как это сказать, избранная, отделенное. Вот есть все обыденное, да, а есть нечто выделенное. Вот у нас на кухне, предположим, есть просто посуда, а есть посуда для масла, да, святого, есть посуда для святой воды. Правда же, она же выделена. Так ведь, да? Вот. И так со всем остальным. Есть просто одежда, есть одежда, которая используется для каких-то особых случаев. Выделенная, кодеш. Здесь нет никакой нравственной, да, окраски. Здесь не о нравственности речь идет. Свято не в смысле, что там вот, да, в нашем понимании, а свято в том смысле, что выделено. И в религиозных традициях практически всех народов, если вы, собственно говоря, и нас-то не будете, да, терять, у нас, когда что-то посвящено Богу, оно что, тоже же выделяется. Место, она какая? Да, там же не происходят пляски, да, не какие-то, ну, во всяком случае, не должно, да, происходить, непотребства какие-то, еще что-то. То есть земля выделена, там не охотятся, там чего-то не делают, да, вот там туда приходят для каких-то особых действий. Почему? Из обыденной жизни человека это выделено. Отсюда святость места. Тут нет нравственного окраска, тут выделенность. Кодеш, говорят евреи, выделенное. Алтарь какой-то, да, на котором что-то совершается, он выделенный. Точно так же в храме, да, вот вы входите в храм, вы доходите до иконостаса, дальше же вы не идете. Ну почему? Потому что оно выделено, оно отделено. Да? Почему говорят святой алтарь? То есть там не ходят верующие, да? Вот оно отделено. Ну, у нас еще одна есть градация, когда входишь, ленточка такая висит. Да? Вот. Так что вот еще одно отделение, еще одна, да. И вот он говорит, кодеш, не подходи, не приближайся, сними сандалий, место, где ты стоишь, святое. Со святостью после грехопадения у человека весьма и весьма специфические отношения, мы с вами уже говорили. Адам и Ева в раю, характеристика, да, были наги и не стеснялись. Согрешили, что с ними произошло? Спрятались. Правда же, да? То есть услышали Бога и спрятались. Отношение со святостью какое? Люди убегают от святости. Они не могут находиться рядом со святостью после грехопадения. Это то, что касается внутреннего состояния человека. Теперь локация его пребывания меняется. Где жили первые люди? Где? Да, в Эдене, да. Эдемский сад, да, в котором не было работы, труда, эксплуатации человека человеком и так далее. Да, вот ничего такого не было. С людьми что происходит? Их изгоняют из Эдема. И между Эдемом и человеком ставится керуб. Мы с вами говорили. Херувим с вращающимся мечом. То есть вход в Эдем, там, где находятся эти плоды, там, где находятся у нас что? Плоды жизни, да? Дабы не протянул он руку и не стал как один из нас. Человек туда доступа более не имеет. То есть не только его внутренние изменения, еще и внешние происходят. Человек становится смертным. Когда мы читаем молитву «Яко тает воск от лица огня»,
так погибнут что? Да. Вот воск от лица огня, это и есть та характеристика, очень такая, знаете, мне кажется, емкая, которая показывает отношение греха и святости. Что происходит с воском, когда он приближается к огню? Как? Ну, совершенно верно. То же самое происходит с человеком, он гибнет. То есть дело не в том, что его просто выгнали, не дали ему жить в раю. Дело в том, что он не может пребывать в раю. Как и учение отцов церкви о, собственно говоря, что такое блаженство рая. Почему грешники испытывают мучения, почему праведники испытывают блаженство. Речь, как учит православная церковь, я прошу только заметить, речь идет не о месте пребывания. То есть не то, что там, знаете, это прекрасные образы художественные, то есть не то, что там кого-то там на сковородке жарят, поджаривают, да, а кто-то там сидит, наслаждается вот пением и на арфах ему играет. Речь не об этом. Святодействие наследие нам говорит о том, церковное учение нам говорит о том, что один и тот же свет, который для праведников, божественный свет, который для праведников является светом блаженства и любви, тот же самый свет для грешника является огнем гиены. Это не разные. Господь не создавал какую-то гиену. Господь не создавал каких-то чертей со сковородками, там, я не знаю, какими-то котлами, смолой или еще чем-то. Да? Это все прекрасные образы для того, чтобы создать эту картину. Но если говорить непосредственно об учении, то один и тот же божественный свет для праведников является блаженством, а для грешников является гиенскими муками. Не может грешник находиться как человек, смотрящий на солнце, с ним что произойдет? Ну, вы понимаете, да? Вот, то есть, точно так же и человек. Все зависит от состояния самого человека. А свет, он всегда один и тот же. Бог всегда один и тот же. Это люди разные. Это люди меняются во времени, меняются внутренне, меняются физически, да? А Бог не меняется. Вот здесь то же самое. Отношения человека и святости, они у нас, ну, мягко говоря, они пришли в такое состояние, когда человек со святостью не дружит. Человек стал смертным. Природа человека дебила, она подвержена изменению. Какому изменению? Страдания, болезни и, в конечном счете, да, кончина. Что со своей стороны делает человек? Почему ставится керуб? Мы с вами говорили, это не тот херувимчик, которого, да, Леонардо изображал. Керуб — это достаточно страшное существо, это то, что в русском языке можно назвать монстром. Да? Это не херувимчик с ангелами, еще раз повторюсь. То есть до Христа керубов изображали монстрами. Пророк Даниил описывает, там наполовину человек, наполовину лев, наполовину орел, вот грифонов, которых видите, то есть это отнюдь не ангелочки. Да? Почему? Потому что до Христа отношения человека и духовного мира, они нарушены. Что делает человек? Он пытается в том состоянии дебилости и извращенной природы, какой он есть, он пытается влезть обратно. И это позиция человека и человечества как таковая. Влезть обратно, несмотря на свое уродство, он хочет вечности. То есть, если отстраниться и посмотреть со стороны, что хочет человек? Человек хочет вечного уродства. Потому что качественного изменения никто к этому не стремится, а вот количественно, чтобы это длилось бесконечно. Что получается в итоге? Вечное уродство. Ну, поэтому, собственно говоря, люди не живут вечно. Вот. Но хотят. Хотят, конечно, 6 раз пересадку сердца сделал Теперь, что касается, что он ему говорит, этот ангел? Не подходи и сними с себя обувь, кожаную обувь. Но мы с вами знаем,
что существовало и существует по сей день понятие о ритуальной чистоте и нечистоте. Правда же? Это известные понятия. Ритуальная чистота и ритуальная нечистота. Да? Там, у евреев кашрут, у арабов там халяльно, не халяльно, да? И так далее, и так далее. У всех народов есть эти понятия. Да? Вот чистое и нечистое. Самым нечистым у человека, с точки зрения иудеев, считалась обувь. Потому что человек в обуви ходил по разным местам и соприкасался в том числе и с чем-то нечистым. Соответственно, обувь при соприкосновении тоже становилась нечистой. Когда приходил гость, то ноги омывали, это понятно, да, это общая восточная традиция, как бы, даже мы ее немножечко застали. Но речь не об этом. Снимать обувь у иудеев должны были специальные рабы, вот во времена Христа, нечистые, или то, что вот называют там неприкасаемые, да, нечистые. То есть иудей, который соблюдал кашрут, он не занимался такими вещами. Это было нечистым делом. Специальная каста, которая этим занималась. И потом омывали ноги, и, соответственно, человек. Что у нас происходит? Мы почему говорим о том, что Христос ломает все эти традиции и все эти представления? Что вы видите? Это когда происходит? Вот смотрите, устанавливается Новый Завет. Да? Тайная вечеря. Что делает Христос? Я вам прочитаю, это вот Евангелие от Иоанна, 13 глава. Он припоясался, да, снял одежду, припоясался и начал омывать ноги своим ученикам, как самый последний. Вы представляете это себе, да? Как самый последний раб, как самый нечистый. Это кто? О ком речь? Это потомок колена Иуды, это воплощенный Логос, это Христос. Посмотрите, что происходит. Когда все ученики были ошеломлены, они ничего не сказали. Но Петр, он уже у нас такой деятельный, Симон Петр, да? И он говорит: ты никогда не вымоешь ног моих. То есть как учитель, перед которым мы все поклоняемся, и вот он занимается, вы поймите, если человек воспитан в этой традиции, да, как он это себе должен представлять. Христос ему говорит: сейчас ты не понимаешь, что делать, позже поймешь. Ты никогда не вымоешь. Петр, он у нас часто категоричен, да? Я тебя никогда не предам, помните? А потом трижды не успел пропеть и предал, да? Вот здесь приблизительно то же самое. Ты никогда не вымоешь моих ног. Как это же нечисто, это же ужасно. Как это? Ты оскверняешься. А мы в тебе, у нас такие на тебя надежды и так далее. И Иисус на это отвечает: если я не омою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего. Симон говорит: это же крайности теперь. Тогда, Господи, омой не только ноги, но и руки, и голову. Это вот, Петр, вы понимаете, да, это Симон Петр, он уста апостола, он самый энергичный, он самый первый верховный и так далее. Да, вот он такой. Иисус отвечает: а мытого нет нужды мыть. То есть он уже говорит не о физическом омытии, а о мытии баптисма. Где у нас баптисма совершается? Совершенно верно. Это то, что мы называем таинством крещения. То есть омытие от грехов, да, для жизни вечной. Он говорит: омытого уже, то есть это уже прошел это, нет нужды мыть. Разве только ноги, так как все тело чисто. Вы ведь чисты, говорит Христос, хотя и не все. Так он сказал, потому что вы понимаете, кого он имел в виду, да? Да, здесь вот крайности Петра и, собственно говоря, подвиг Христа, который мы видим. 6 стих, пожалуйста. Я Бог твоих отцов, сказал Моисею, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Моисей закрыл лицо, он боялся взглянуть на Бога.
«Я Бог твоих отцов». Он слышит голос. Голос говорит о том, что ты нечист, что земля святая, что ты должен снять обувь. Почему эту кожаную обувь нужно снимать? Когда у человека появляется кожаная одежда? Чуть раньше Каин. Да, совершенно верно. Когда человек изгоняется из Эдема, да, когда вот это вот средостение между святостью и человеком происходит, у него появляются кожаные ризы, да, и сделал Господь ему кожаные ризы. Что имеется в виду? Почему снимают обувь? Речь же не просто вот в этом снятии, да, вот сними там обувь, оставь. Во многие религиозные, да, учреждения входят коптской церкви, поскольку это Восток, они сохранили до сих пор точно так же, как и арабы, да, снимать обувь, в алтарь ходить без обуви. Но это символ чего? То есть это же не просто речь об обуви идет. Зарезали. Что совлечься нужно себя, что с себя снять? Когда ты входишь в святое место, что нужно оставлять за этим святым местом? Все, что с тобой, да, накопилось, вот это оставь у входа, не вноси это вовнутрь. Помните слова Христа, то есть притчи Христа по поводу брачного пира? Почему ты не в брачной одежде? В чем ты зашел сюда? Зачем ты так оделся? Здесь же брачный пир. Вот то же самое касается обуви. То есть сними эти кожаные ризы, эти последствия греха, сними, оставь их. Потому что место, на котором ты находишься, оно святое. И дальше он открывает себя. Конечно, необходимо что сделать при встрече? Представиться? А с кем мы имеем дело? Значит, в Афонском монастыре можно быть выполнить. А это зависит от того, к какой традиции вы относитесь. Восточной, западной, северной, южной. Как у вас? В чужие монастыри мы со своими уставами не ходим. Вот как тут повелось, так и делайте, чтобы никого не соблазняйте, пожалуйста. Вот. Значит, первое, что он делает, я Бог отца твоего, да, там Ав это как бы и отец, и предок. А каких предков он Бог? Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Элогей Авраам, Элогей Ицхак, Элогей Яков. То есть он представляется как тот, кто являлся твоим предком. А значит, и заключал с ними что? Завет. Да. Ведь заключен завет. Самое главное, не будем об этом забывать. Когда он представился, Моисей закрыл сатар, закрыл свое лицо. Не может человек видеть Бога и остаться живым. Это будет все время на протяжении всего Ветхого Завета. Каждый раз, когда пророки, судьи, неважно кто, будут видеть ангелов, они будут падать ниц. Всегда. Он, здесь сатар, скрылся, спрятался. Почему? Хочется от этого куда-то. Когда возникает такое чувство и желание? Когда совершил Спрятаться. Да, это последствия чувства вины, глубокого чувства вины. Потом рождается и страх. Чувство вины. Человек испытывает чувство вины. Постоянно, всегда и везде. С самого детства и до самого конца. Почему? Потому что кто, как не человек, знает, кто он такой. Каждый. Если, конечно, на себя взглянет, да? Вот. И исходя из этого, он закрывает свое лицо, он боится, вот следующее после вины, страх, он боится взглянуть на Бога. Вот это желание спрятаться или быть спрятанным, скрыться. Помните, очень такой интересный символ в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, да, когда вот все беды посещают землю, да, вот вместе с этими символическими конями, эти люди возопили камням: «Падите на нас и скройте нас от лица Божьего». То есть люди
в эти последние времена знают, что совершают грех, и совершают его. И речь идет не об исправлении, а речь идет о том, чтобы закрыться от закона, закрыться от Бога. Это естественное состояние падшей человеческой природы. Яре Мехавит боялся смотреть. Страх. И он боялся посмотреть. Спрятал лицо. У нас этот образ есть в предыдущей книге Бытия. И услышал Адам голос Бога в раю. И что? Убежал с Евой, спрятался в кустах от Бога. Да, вот изменение человеческого ума мы с вами говорили. И когда Господь спрашивает, где ты, Он говорит, вот смотрите, вот эта фраза. Шамати вейра. Услышал и испугался. Вот дети что-нибудь натворят, потом слышат, что родители вернулись. Все, караул! Паника начинается. Вот приблизительно то же самое. То есть человек знает, что согрешил, что сделал что-то неправильно, и что? Услышал, и следующее из-за вины, и следующая эта реакция — испугаться. А от страха уже все остальное. Все действия, которые происходят, да, греховные, они как раз таки из-за страха этого происходят. Сатар. Мы с вами прошли 7 стих. Господь сказал: «Я вижу, как страдает мой народ в Египте. Я слышу, как он взывает о помощи. Надсмотрщики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ». Вот буквально, и сказал Господь: я узрел страдания народа моего, который в Мицраиме, да, мы с вами говорили, Мицраим, Египет, и услышал их вопль от гонителей его, ибо я знаю его муки. Нагас — это глагол угонитель, угнетающий, принуждающий, притесняющий, надзиратель, приставник, погонщик, правитель, правительство. Видите, да? Взыскивать, требовать, долг или налог. Быть тяжело притесняемым. Представляете, одно слово «нагас», сколько значений. Но на самом деле принуждает, притесняет, взыскивает, требует, правительство. Синонимы. Это все синонимы. Да? Взыскивает налоги, тяжело притесняет. Это все синонимы, как бы достаточно понятные для нас. Вот здесь кто притесняет? В Египте кто может притеснять? Кто нагаш, кто может делать? Нет, ну египтяне — это множественное число. У Египта иерархия, конечно, паро. Поэтому у нас есть ирмос покаянного канона, известный всем вам, он постоянно поется. Как посуху путешествовал Израиль, да, по бездне стопами, это переход через море, да, Камшовое море. Гонителя фараона в виде потопляемых. Когда море сомкнулось, да, и погибли, Богу победную песнь поем вопияш. Это постоянно поется у нас в храме за богослужением, вы это часто слышите. Поэтому Нагаш — это, конечно, паро, главное олицетворение. А фараон у нас образ кого? Нет, фараон это образ сатаны. Да, это образ сатаны. Потому что гонение, притеснение, злоба — это никак не действие Бога. Да? И следующий стих, пожалуйста. «Я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую и обширную, истощающую молоко и мед, страну хананеев, хеттов, амореев, перезеев, хевеев и евсеев». Ага, спасибо. Я что сделал? Сошел. Опять этот глагол «ярад», уже известный нам. Но вспомните, Иосиф, да, Иакову Господь говорит: я вместе с тобой
в Египет, да, чтобы потом тебя оттуда... Вывести. Да. Христос что делает? Зашел, Сходит в ад. Почему мы говорим о прообразах и символах? Сходить, спускаться, идти вниз, низвергнуть, ну то же самое пускать слезы, быть спущенным, быть поваленным, быть низвергнутым. Дословно. Я не шел, чтобы спасти его от руки Мицраима и вывести из этой страны на землю добрую и обширную, на землю, источающую молоко и мед, на место, где проживают Кенааны, Хиттеи, Эмореи, Призеи, Хиусеи, Евусеи. Что это за народы? Хиттеи, прочие. Вавилон. Ирак. Хиттеи, да. Когда Бог идет навстречу человеку, это же наши постоянные пожелания, правда? Что Бог был навстречу. Когда Бог идет навстречу человеку, когда Бог спускается за человеком, да? Тогда Бог исправляет человеческую природу, и возвышение человека – это процесс естественный, потому что идет через очищение. Он у нас положительный. Когда человек пытается решить все эти проблемы и подняться самостоятельно, то главным двигателем снизу для него является гордыня. И вот когда человек пытается подняться, мы с вами говорили, да, о цивилизации, подняться вверх, заступить на небеса, это практически во всем фольклоре, да, это у нас что? Это Бавель Мигдаль. Бавель, вспомните? Мы с вами проходили. Это Вавилонская башня. Да, это Вавилонская башня. Когда Господь говорит о том, что я спущусь и подниму, это один процесс. Когда человек пытается такой, какой он есть, подняться на небо, такой, какой он есть, не меняясь, совершенно, никак, ни в какую сторону, то это всегда процесс строительства Вавилонской башни. Вспомним, что сказали люди перед этим строительством. Нас много, оставим память о себе. Ну, понятно, человек умирает, да? Значит, что, какое у него естественное желание возникает? Остановить это мгновение, зациклиться, застопорить, остановить, оставить какой-то, да? И поэтому он всегда строит Вавилонскую башню, чтобы оставить о себе память. Вот это Бавель Мигдаль, а это что, не Бавель Мигдаль? Это что у нас? Ну а для чего они построены? С какой целью это сделано? Да? Вы знаете, я вспоминаю одного священника, отца Леонида Грильхиса, проповедь новогоднюю. Новый год это же вот как раз как бы рубеж, да, времени. И об отношении христианина ко времени он говорил. И как-то вспомнил вот этот период, который здесь изображен. Период строительства пирамид. Он говорит, вот фараоны были божествами в Египте, обладали огромным количеством рабов, силой. Да куда были направлены эти ресурсы? На что? Да. Жизни людей и ресурсы людей людские были направлены на что? На чтобы оставить память, да, о себе. А в этот же самый период, по этому полумесяцу у нас кочует, у нас была карта, мы с вами смотрели, кочует никому неизвестный бедуин по имени Авраам. Никому неизвестный, просто какой-то бедуин семьей, который вышел из Ура Халдейства, да, из родного дома, и кочует, не имеет ни пяди земли своей собственной, ничего совершенно. Да, прошли тысячелетия. Мы даже о династиях сегодня с трудом египетских узнаем. Не говоря уже о именах всех этих фараонов. Династии до нас все эти не дошли. То есть достаточно сложно. А об Аврааме, понимаете, а разница-то в чем была?
Авраам искал единство с Богом. Он шел навстречу с Богом. Он на вопрос Авраам ответил: вот я. Фараоны сделали себя богами. Ну и что, лето, река, которая смывает все и вся. Смыла, даже пирамиды смывает, и память об этом. То есть Что-то напоминает сегодняшний, по-моему, на нашей гостинице. все напоминает. А это что? Это не Бавель Мигдаль? В крови нашей. Вот смотрите проект. Проект вот Это должно было быть где? На Красной площади. Да. Как это называлось? высота пожарного Это же сталинские эти, да? Вот это вот, да, это сталинские проекты. 415 метров, это, да, там только Ленин, который стоит наверху, должен был быть 100-метровым, и это строение должно было быть на, ну сколько, 400 метров, почти на 100 метров выше Эйфелевой башни. На 100 метров. Поэтому математическая ошибка злобами. Значит, спецкирпичи делали, ну, вся та же арабская, да, технология, спецкирпичи, спецсталь для этого, отдельная ветка железнодорожная проведена, да. И вот только начало Второй мировой войны положило, да. Ну а что, это не Бавель Мигдаль, для чего это все делается? Вот там внизу кто должен был курсировать туда-сюда, да? Рабы. Тот же самый Мицраим, никакой разницы. Тоже Бавель Мигдаль, попытка человека оставить о себе. А это не Бавель Мигдаль, это в Дубае, кстати. А вот все- Разве это не то же самое? А это везде сейчас, по всем... Ну вот, когда человек пытается, ну неважно как, неважно какими путями, это не имеет значения. Теперь, что касается молока и меда. Где это? Для нас, я выведу вас, да, приведу в землю, где течет молоко и мед. Вы же так прочли? Я же ничего не придумываю, правильно? Источающую молоко и мед. Увести из Египта в землю хорошую, обширную, да, источающую молоко и мед. Смотрите, какой образ, да? Эрец, Зават, ну земля, где течет, Халав, молоко, Удваш и мед. Халав, Удваш, молоко и мед. Это, наверное, с детства всем нас знакомо, да? Вот кисельные берега. Совершенно верно, да. Молочные реки, кисельные берега. То есть речь идет о тучности. Ну, что язычник прежде всего представит, когда ему говорят, что земля, молоко и мед? Жирные пастбища, да, вот можно сеять, можно просто палку воткнуть и вырастить все, что необходимо, и так далее. Вот. Для языческого уха это очень такая вещь достаточно понятная, что такое молоко и мед. Наверное, чернозем, скорее всего, да? Он же тоже, говорят, немцы вывозили, да, во время Второй мировой войны, прямо вот этими вагонами. Вывозили вагонами, потому что, ну, жирная земля, да. Вот Еврипид в 405 году в своих ваханках описывает, ну, 405 год, это больше, чем на 600 лет, да, позже описываемые события. Стада поднимаются на горы, солнце начинает нагревать землю, пастух видит 3 хора минат, тихо спящих под елями и дубами. Заслышав молчание стад, Агава вскакивает и будет подруг. Они поднимаются, убранные, пристойные девы и жены, молодые и старые, это ваханки, распускают волосы по плечам, застягивают и оправляют олени шкуры, припоясываются змеями. Имеющие в грудях молоко кормят их козочек или волчат, принесенных с горы, на головах надевают они венки из плюща, дубовой листвы и тиса. Если какая ударит тирсом по скале, из скалы росится вода, где вонзит тирс источник вина бьет из земли, другие пальцами ног, раздвигая почву, заставляют ее источать молоко, с плющевых тирсов каплет мед. То же самое образ. Ну, Еврипид, вы понимаете, это высокий слог, Марк, это классика. Ладно. Вот. В Новом Завете у нас тоже есть, но все-таки разобраться с этим образом необходимо, да? Вряд ли речь идет только и просто о земле.
Банально было бы, если бы ангел говорил о химическом составе почвы. Да? Это было бы слишком банально. Вот. Хотя и понятно кому. Песни песни. Давайте прочтем. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Ну, песни вы знаете, да? Это произведение. Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Сотовый мед каплет из уст твоих. При каких обстоятельствах мы такой образ применяем? Когда человек говорит какую речь? Совершенно верно. Совершенно верно. А в каком случае, здесь же у нас песни, это образ, диалог, точнее, либо души с Богом, либо церкви с Богом, да? Ну, верующих с Богом. А при каких условиях? При каких условиях мед на устах у верующих? Пророк Исаия. Итак, сам Господь даст вам знамение. Ну, это известная вам вещь. Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему Иммануил. Это пришествие Христа. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Что такое молоко и мед? Священное Писание. Вот раскрывает в Новом Завете апостол. Как? Ну вот смотрите, добро и зло он уже будет разбирать после того, как напитается. Да, а чем напитается? Христиане. Первое послание Петра. Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти, клеветы. Как новорожденные младенцы, стремитесь к чистому духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, раз вы вкусили, что Господь благ. Царь Давид, как сладки моему небу что? Вот что является молоком и медом. Слово Божие, благодать Божия. Слово Божие. То, что у нас, это чаще всего то, что у змеи. Вы знаете, это медом или молоком достаточно сложно назвать, потому что мы даже если где-то молоком, так сказать, ей дадим, потом так укусим, что мало не покажется. Это человек, но не таков Бог. Мы с вами это уже видим. Как сладки моему небу твои слова, слаще меда они моим устам. А что это за... Ну, то есть понятно, да, что ангел или Господь посредством ангела предрекает Моисею не просто землю обетованную, в которой там хорошо вырастет пшеница, будет замечательный урожай кукурузы, или вот там полноводные реки и так далее. Речь идет о спасении человечества, прообразовательно. Молоко и мед будет источать сам Господь. Сам Господь Иисус Христос в той земле, куда вы придете. А вот что это за племена? Вот мы вернемся к книге Бытия. Да, книге Бытия. И здесь, в книге Бытия, мы сами уже с этим встречались. Когда Господь заключает, кстати, когда Господь заключает вот этот завет с Авраамом, Аврааму более 75 лет. Когда Господь призывает Моисея 80 лет. Вы видите, да? Обычно в 75-80 уже думают о чем? Да, здесь все только начинается. Почему? Потому что это не деяния человеческие. Когда мы говорим о том, что Моисей вождь, мы помним, но многие, очень многие забывают, что он вождь не потому, что у него лидерские качества. Он вождь потому, что его Бог призвал. Многие об этом, еще раз повторюсь, забывают. И вот при заключении завета Господь говорит Аврааму, в 4-м роде возвратятся они сюда, то есть уведут их в плен, твоих потомков, и они вернутся. Ибо мера беззакония Амореев доселе еще не наполнилась. Амореи это и есть хананейские племена.
В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата. Землю кого? Кинеев, это Хананеи, Кинезеев, Кадмонеев, Хитеев, Хетов, Ферезеев, Рефаимов, помните, высоких людей мы с вами говорили, гиборов больших, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. То есть Пелешти, да, вот Палестины, населяющие племена, финикийские племена, древние финикийские племена, языческие племена, но не сразу. Смотрите, не так, что вы знаете, я вот избрал вас, ну все, сейчас мы уничтожим эти народы, а вы придете и засядьте. Посмотрите, вот что курсивом написано. Мера беззаконий их еще не наполнилась. Это о чем говорит? Если они покажут, У народа всякое действие, оно исчислимо с точки зрения Бога. И вот эта исчисляемость того, что они делают, особенно, речь идет о беззакониях, да, она идет, пока, помните, как чаша гнева? Почему этот образ? Чаша наполняется вином, наполняется, но в какой-то момент, если она не перестанет наполняться, что происходит? Конечно, она переливается. Вот здесь то же самое. Ну, давайте следующие стихи. 100 сынов Израиля, их зов о помощи дошел до меня. Я увидел, как угнетают их египтяне. Да, крик, вопль, стон, заака. Мы с вами говорили, в каких случаях стон доходит до Всевышнего? Но уже перенаблюдается чаша. Когда мы, нет, я имею в виду в книге Бытия мы читали об этом. Вспомните, пожалуйста. Вопль, земля вопиет от крови брата твоего. Кому сказано? Братоубийство или первое убийство. Да? Далее, вопль содомский и гоморский дошел до небес. Это что? Это при Аврааме, Лот. Совершенно верно. Это вот то, что называют извращением. Да? И, наконец, какой вопль? Стенание. Мучимых под гнетом несправедливым своего руководства людей. Этот вопль тоже доходит до Бога. И когда Бог сметает все, что стоит на пути. Да? Каин получил печать и стал непрекаянным. Участь Содома и Гоморры, а участь фараона и его войска мы только что с вами прошли. Да? То есть вы понимаете, да, когда Господь вмешивается в ход человеческой истории, что происходит? Когда Элохим становится судьей и начинает судить с точки зрения справедливости. 10 стих, пожалуйста. Иди же, я посылаю тебя к фараону. Уведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. Да, вот смотрите, что здесь стоит глагол шалах. Шалах – посылать, отпускать, простирать, отсылать. Быть посланным. Он не религиозный, не человек с какими-то особыми лидерскими качествами. Он беглец, совершивший уголовное преступление. Из лучших побуждений, конечно. Ну а кто совершает преступления из худших? Конечно, из лучших. Хотел за ближнего своего вступиться, убил аборигена, за что на 40 лет в изгнании оказался. 40 лет в Мадьяне живет и пасет овец. Никакой он не лидер. Да, он получил образование при дворце. Это да, премудрости египетской научной. Но это не лидер. Это вот как это, человек скрывающий, диссидент, да? Как они говорят. Я не знаю, да? Нет, он ни на что не претендует. Он ни в коем случае, он ни на что не претендует. У него нет никаких стремлений к власти, наоборот, он сбежал, скрылся и все, его нет. И вот Господь его посылает, не он посылается. То есть
мотивация, да, делегирует полномочия не человек и не страдающее племя. Здесь нет никакой политики в собственном смысле этого слова. Абсолютно никакой политики. Сам Бог вмешивается в этот процесс. Он говорит, ты пойдешь, и ты выведешь. Посмотрите здесь какие слова. Скажите, 80 лет, значит, он начал? Да. Да. Смотрите, какие слова. Иди, я посылаю к фараону, уведи мой народ, сынов Израилевых, из Египта. Да? Выйди, выступи, извлеки. Что такое Моше? Мы с вами говорили. Моисей. Что? Найденный, Имя что? который его нашли в реке. Не найденный, Я забыл. а извлеченный из реки. И он говорит, иди и извлеки мой народ. Вытащи его оттуда. Да, вот эти вот слова, я вот не помню, у меня здесь где-то. Следующий стих, пожалуйста. Но Моисей сказал, кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта? А вот это очень интересный вопрос. Мианухи. Знаете, его часто задают люди, когда готовятся или что-то предпринять или сделать, ну что-то серьезное в своей жизни. А кто я? Интересный вопрос, правда же? Ну, так он И вообще от ответа на него зависит очень многое. Ну, как Раскольников, да? Кто они? Ну да, потому что, конечно, эти же образы, они не просто так, да, и сюжетные линии, они не просто меанухи. А кто я такой? Ты меня посылаешь куда? Ну вот смотрите, вот только что он лежал на земле, закрывал свое лицо, да, а теперь что, перечит? Вот человеческая природа, да? Вот даже в Писании сказано в Новом Завете, духа не угашайте. То есть вот ты знаешь, что ты имеешь дело, ну вы знаете, когда вас посылают к фараону, откуда вы бежали, совершив уголовное преступление, тут не о скромности речь, Марк. Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь, да, по древнему, да, вот, известному, но, к сожалению, Бог его посылает. И говорит, не так, чтобы там пойдешь ли, выведешь ли. Ты пойдешь и вытащишь. Там нет никаких вопросов. Если, как бы, почему-то. Ты пойдешь и вытащишь. И он говорит, а кто я такой? Ну, вот человек. Вот человек. Здесь голос Бога, а здесь фараон. А кто я такой? Слушай, вот с тобой говорит Бог. Ты же не говоришь, кто я такой, что ты со мной разговариваешь. С тобой Бог говорит, являет тебе еще и чудо. Ну понятно, просто так обратился бы, может быть, даже не обратил бы внимания, как и мы это делаем. Ведь что такое, мы с вами говорили о призвании. Это же очень важная вещь, да? Что такое призвание? Когда Бог призывает вас, нас. И второе, это идентичность. А кто мы? Кто я? Меанухи. Кто я такой? А может, он хотел слышать, что Господь не скажет? Кто я такой, он объясняет. Кто я такой, чтобы идти к фараону? Понимаете? Кто я такой, чтобы идти к фараону и увести сынов Израилевых? Кто я такой? Ну, он не уверен. Это очень важная вещь. Вот очень часто задаются вопросом. Вера, молитва. В чем заключается наша вера? Что такое наша вера? В чем заключается наша молитва? Почему мы не молимся? Почему мы молимся и не получаем то, чего просим? Как это все вообще должно быть, существовать, взаимодействовать?
Но то, что это связано с верой, это понятно. Вот давайте мы обратимся к апостолу Павлу. К тем самым пишет, о ком сейчас речь, да? Вера, что это такое, Павел объясняет? Это уверенность в то, чего мы с надеждой ожидаем. Уверенность. Подтверждение того, чего мы не видим. То есть, что Господь хочет от Моисея? Он же не говорит, тебе нужно найти ресурсы для этой революции. Это серьезное дело, народ 600 тысячный вывести. Значит, сначала ты должен заключить с врагами Египта союзы, потом найти золотые рудники, из которых ты будешь финансировать войско. Но сейчас же мы думаем именно так. Все эти тысячелетия люди думают именно так. У Бога этого нет. Он говорит, ты пойдешь и выведешь. Что нужно от Моисея? Какие-то особые, я не знаю, качества и свойства политика, военачальника, возможно. Что от него требуется? Он должен быть богатым человеком, могущественным правителем. Что? Хитрым дельцом. Что требуется от Моисея? Только. Этого еще не произошло. Но Бог говорит об этом, как о уже происшедшем. Ты пойдешь и увидишь, все, вопросов больше нет, никаких. Почему? Павел объясняет, это уверенность в том, что мы ожидаем подтверждение того, чего мы не видим. А он же еще ничего не видит, почему Мианухи задается, ты кто я такой, к фараону идти, ты вообще куда меня посылаешь, кто я, где Египет и так далее. Да? Ты этого не видишь, но ты веришь. Или не веришь? Давайте обратимся к катехизису, творению митрополита Филарета Московского, благодаря которому мы вот синодальное издание, да, держим в руках. Что он говорит в этом катехизисе о вере? Что мы называем верой? Это вопросы-ответы. По объяснению апостола Павла, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Смотрите, ожидаемого, то есть не то, что ты имеешь, а то, что ты ожидаешь. Уверенность не то, что ты видишь. Когда ты видишь, это уверенность, это уже не вера, да. А ты что? То есть уверенность в невидимом, как в видимом. Уверенность в желаемом, ожидаемом, как уже настоящем. Как уже существующем. Этого еще нет, но ты уже веришь в то, что это есть. Вот о какой вере идет речь. Особенно, когда мы говорим о молитве. Ну где это более всего проявляется, как не в молитве? Как мы обращаемся в нашей молитве? Есть у нас такая вера? Есть у нас такая вера? Такая вера, как в настоящем. Несмотря на то, что мы не видим. Мы же хотим, как Фома, вложить, да? Вложить. Что говорит об этом Священное Писание? Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, в этой неуверенности. Вы приняли духа усыновления, которым взывают Авва Отче. То есть Дух Святой в христианине позволяет обращаться к Богу со словами Авва Отче, это тавтология. Папочка. Это не просто там отец там, или еще что-то. Это самые тесные отношения, которые только можно себе представить. А если они есть реально, то чего человеку еще желать? Что говорит апостол далее? Не заботьтесь ни о чем, но всегда не заботьтесь ни о чем. И Христос говорит, не думайте, что вам есть или пить, потому что это становится основой жизни человека. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не то, что стратегию визуализировать, да, сидеть и так вот получится, не получится, сделать или не сделать, привлечь или не привлечь, выйдет или не выйдет. Нет. Открывайте свои желания перед Богом с благодарением. Почему?
Потому что Отец Небесный уже знает, что вам нужно. Но неужели Бог не знает, если мы вот эту конструкцию не создадим, да? Он знает, прежде чем вы имеете нужду, Он уже знает, что вам нужно. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моление, я не слышу. Почему? Ваши руки полны крови. Это условие. То есть на что надо просить, когда мы просим? Ну не на умножение же беззакония, не на грех же нужно просить. Чаще всего для чего мы просим? Мы угождаем своим страстям, а Он говорит, а я вас не слышу. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придете и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Это условие. Это условие, когда Бог слышит. И есть условия, когда Бог не слышит. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас мои очи. Сколько бы ты ни простирал этих рук, глаза Божьи закрыты на тебя. По какой причине? Вот эти причины. Руки полны крови, что ты поднимаешь вверх? Руки полны беззакония, что ты поднимаешь к Богу? Апостол Иаков указывает причину, когда молитва исполняется. Тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь. А когда человек сомневается, в каких условиях вот эта вина и страх у него возникает? Когда он грешит и знает об этом. Поэтому и просить он не может уверенно. То есть условие совершаемого – это уверенная молитва, правда же? Почему человек не может уверенно попросить? Потому что он чувствует вину. Он понимает, что просит не для блага, просит для потакания страстей. То есть, еще раз, простирает руки, и Бог закрывает глаза, потому что руки в крови, руки в беззакониях. Сколько бы их, еще раз повторюсь, не поднимали, Бог закрывает очи и не исполняет такие моления. Тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа, говорит апостол Иаков. Это двоедушный человек, не твердый во всем, что бы он ни делал. Почему? Потому что у него постоянное внутреннее раздвоение. Как он может общаться с Богом, выстраивать эти отношения и получать все необходимое для своей жизни? Как, если руки в крови в беззакониях и исправлению нет никакого желания? Как? Время с вами достаточно ограничено, да, оно вышло. По поводу уверенности, просто один пример напоследок. Вы помните, когда Христос проповедовал в Галилее, в Палестине, большое количество людей собралось к Нему в пустыне, Он их учил. День закончился, они все ослабели, и ученики, Петр и прочие подходят и говорят: отпусти народ, потому что деревня недалеко, да, их кормить нечем, они ослабеют в пути. Отпусти их. Петр и апостолы, поскольку они помогали, да, в проповеди, они увидели огромную проблему. Большое количество людей. Сколько их было? 5000. Совершенно верно. А Господь им отвечает, точно так же, как сейчас Моисей: вы их накормите.
Апостолы разводят руками. Как? Вот здесь есть 2 рыбки, да, 5 хлебов. Вот этим накормить? Достаточно ироничный вопрос, да, в ответ. Ты что, мол, учитель, нам говоришь? Разве этим накормить? А тут вот 200 динариев не хватит, ну, вы понимаете, серебряные монеты, да, чтобы накормить такое множество людей. Мы-то видим, что людей много. Мы-то видим, какое состояние. Мы-то видим, что и до населенных пунктов далеко. Мы-то видим, что? Проблему. Проблему. А Христос что видит? Он говорит, вы накормите. Они говорят, ты что? И на 200 динариев не хватит. Разве что вот тут 2 рыбки и 5 хлебов. Вы принесите их сюда. Он их берет и воздел очи свои к небу и поблагодарил. Вот когда мы в это вчитываемся, воздел очи к небу и поблагодарил, и преломил. Да? И дал ученикам, чтобы они раздали. А перед этим они их посадили по 50 и 100 человек. И вот они раздают этот хлеб, раздают эти рыбы, раздают этот хлеб, раздают эти рыбы, раздают этот хлеб, раздают эти рыбы. И потом собирают, сколько там, 12 корзин, да? Полных хлеба. То есть о чем здесь идет речь? Ученики, апостолы, это еще наша природа, ветхая, мы видим проблемы. У нас волосы дымом, глаза расширяются, да, и так далее. Христос, Он видит Божие попечение о людях. Он видит не проблему, а благодать, которую эту проблему покроет. И поэтому Он, когда они видят проблему, ну, конечно, Он тоже видит, что их много. Он же не в розовых очках, правда же? Он говорит, благодарю Тебя, Господи, что вот здесь сейчас явится Твоя милость. Поэтому апостол говорит, с благодарением просите. Не бойтесь, не колышьтесь, как камыши или как морская волна. Благодарите. Благодарите. Разве благодарение это не самое главное? Вообще это разве не самая высшая форма молитвы? Вера, она находится внутри человека. И она не нуждается ни в денежных ресурсах, ни в каких, вообще ни в каких иных ресурсах. Женщина, которая была кровоточила много лет, сказала внутри себя, и сдержала все свое имение на врачей, и ей не только не помогли, а сделали хуже. Это, кстати, тоже очень интересная ремарка, да? Один из апостолов уже был врачом, не забывайте об этом, знал, о чем пишет. И вот она, что она говорит в своем сердце? Если прикоснусь к одежде, то исцелю. Он останавливается, когда его толпа теснит, и говорит, кто? Кто? Потому что все остальные теснили, а она, у нее была вера. У нее не щуп был, не рука, не бамбук, не еще что-то, да? А просто вера. Она прикоснулась не рукой, она прикоснулась сердцем. И она в тот же миг почувствовала, что исцелила. Он останавливает всю толпу. Иди, говорит, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Когда Лазаря воскрешают, он специально ходит и говорит о том, что Лазарь болеет. Потом говорит, что он уснул. А потом говорит, я специально так делал, чтобы вы не были, чтобы мы не были там, когда он умер. Приходит уже там, сколько, 4-3 день, уже смердит. Смердит, вы понимаете, что это за... То есть это никак не летаргический сон, это ничего. Тело гниет, все, человек умер. Это Евангелие от Иоанна. Когда камень убрали, Иисус посмотрел на небо и сказал, послушайте эти слова, Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. Не услышь меня, молю Тебя, там еще что-то. Уверенность. Благодарю, что Ты меня услышал. Я знаю, что Ты всегда меня слышишь. Что, нас Господь не слышит?
Прекрасная лекция.